Митинг с участием гостей из Республики Саха прошел на мемориальном комплексе в память о погибших под Ржевом солдат из Якутии. Поклониться воинам приехали их родственники и земляки из разных городов России. Бои, проходившие в этих местах, у людей старшего поколения остались в памяти под страшным названием «Ржевская мясорубка». В течение 15 месяцев советские войска Западного и Калининского фронтов пытались ликвидировать Ржевский выступ, удерживаемый немецкой группой армии «Центр», хорошо укрепленный обширный район. Отсюда германские войска продолжали угрожать столице. Не зря в те месяцы немцы называли Ржев ключом к Москве. Выполняя задачу выбить их отсюда любой ценой, красноармейцы несли огромные потери. Погибших в этих местах за 15 месяцев кровопролитных боев до сих пор не могут подсчитать даже примерно. Мы собрались для того, чтобы еще раз отдать частицу своего сердца во имя памяти тех, кто воевал на этой земле, кто воевал за идеалы Советского Союза, за идеалы России, за идеалы мира на всей земле. И к нашему чувству удовлетворения мы эти идеалы продолжаем и в повседневных международных отношениях. Первый заместитель постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Вадим Заболев в своем выступлении отметил, что здесь, на Ржевской земле, свои жизни отдали лучшие сыны и дочери якутской земли. Это и простые колхозники, учителя, секретари райкомов партии, комсомола, депутаты Верховного Совета ЯССР. Все в одном строю сражались с фашистом. Это место священно для нас, якутян. И в 1994 году был создан этот мемориальный комплекс. И каждый год сюда мы приезжаем, чтобы поклониться светлому образу якутского солдата, светлому образу советского, якутского, казахского, армянского солдата, которые в одном строю сражались за великую победу. Наша республика далеко отсюда, и у нас не было боев. Но наша республика давала все, что можно отдать фронту. Я хочу сказать, что норма хлеба была в Якутии 250 грамм, как и в осажденном Ленинграде. Отдавали все. Проведено большое количество займов, выкуплено огромное количество облигаций, сдано колоссальное огромное количество теплых вещей, фуража, лошадей. И все это для фронта. Потому что каждый житель республики жил под одним лозунгом: все для фронта, все для победы. Из 64 тысяч солдат, отправленных на фронт Якутской автономной республикой, домой вернулись только 6,5 тысяч. Мы преклоняем головы перед всеми 27 миллионами павших воинов и жителей тыла, узников концлагерей. Светлая память о них будет долго жить в наших сердцах, пока живем и мы. Подвиг солдат не будет забыт, пока из поколения в поколение передается история каждой семьи. Именно об этом говорили в своих выступлениях молодые люди Ржевского района и Республики Саха-Якутия. Мемориал увековечил 658 имен и фамилий жителей Якутии, отдавших свои жизни в боях, проходивших за многие тысячи километров от их домов. Это число постоянно увеличивается. Данные о безвозмездных потерях в этих местах постоянно обновляются. В связи с тем, что был оцифрованы данные безвозвратных потерь ОБД «Мемориал», удалось установить на сегодняшний день еще 500 фамилий, которые здесь должны быть. Это наш бессмертный якутский полк. Со временем, я думаю, что мы здесь установим еще остальных 500 человек, и тогда более 1000 человек якутяне. Каждый второй погиб на Ржевской земле, каждый пятый на Зубцовской. Председателя постоянного представительства Республики Саха-Якутия в Российской Федерации Юрий Заболев. Наша республика не знала боев. Не было, мы далеко были от фронтов, свыше 6000 километров. Но
Хочу сказать, что вот 62 тысячи наших сыновей и дочерей было представлено на фронтах Великой Отечественной войны. И историки до сих пор говорят, что не было ни одного предателя. Да, были погибшие, были без вести пропавшие, были люди, которые были в концлагерях, в партизанских отрядах, но ни в одной книге, ни в одном архивном документе не написано, чтобы якут, уроженец Республики Саха-Якутия, был предателем. Я считаю, что это одна из самых главных достоинств нашей республики. Есть чем гордиться нашей республике. И 25 героями Советского Союза, и свыше 15 тысяч награжденных орденами и медалями. Все это есть. И да, это наши отцы, деды и наши матери.